Такія саматканыя спадніцы на Піншчыне больш не адшукаць. Каларытную прыгажосць ткуць у Малоткавіцкім доме культуры пад кіраўніцтвам Любові Мікалаеўны Алешка, таленавітага майстра без 5 хвілін народнага. Яе неабсяжнай творчасці прысвечаны юбілейны выпуск спецыяльнага праекту тэлеканала Пінск «Палеская скарбонка». Рыпяць па нажы, мільгае чаўнок, стукае бёрда, накручваецца на вал тканіна. Так вось ужо 25 гадоў за ткацкім станком малюе народныя ўзоры Любоў Мікалаеўна Алешка, жыхарка вёскі Малоткавічы Пінскага раёна, захоўваючы традыцыі старажытнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. На беларускую зямлю жанчына пераехала з сям'ёй з роднай Украіны ў далёкім 1986 годзе, адразу пасля Чарнобыльскага выбуху. Беларусь таксама лічыць роднай, таму што тут яе карані. Родам адсюль дзядуля Любові Мікалаеўны. Ды і ўвогуле, па яе словах, душа тут адпачывае, душы тут утульна. Я пошла на работу в музей народного творчества в Жабчицах, был такой музей-библиотека, там работала. Ну и по мере работы получилось так, что ткацкие станки есть, а работать будет, надо только за него сесть и будет работать. Я попросила одну бабушку, показала мне, как сделать основу. Мама приехала, помогла мне, вот то рассказала, вот это рассказала, потому что она это все делала. И так практически, если считать, то это где-то уже с 92-го года мы начали этим заниматься. Потом в 96-м году мы открыли кружок ткачества. Он стоял там в маленьком кабинете, у нас есть маленький кабинет, что под библиотеку он перешел. Ну, штычки ткали, салфеточки маленькие такие. Дальше. Все. Литературу сама читала, том старых бабушек спрашивала такое. И вот такой кружок у нас длится уже давно. Дети уже позаканчивали школу, уже и дети у них свои есть. Есть такие дети, которые приходили, уже дети в начальной школе, теперь ко мне тоже приходят сюда. У невялічкім пакоі, своеасаблівым куточку беларускасці і сакральных ведаў, і па сённяшні дзень Любоў Мікалаеўна перадае сакрэты старадаўняга майстэрства сваім падапечным, юным ткачыхам. Разам яны захоўваюць спадчыну, назапашаную стагоддзямі, з нітак бялюткіх ткуць рушнікі. Дзяўчаты, якіх мы заспелі ў дзень здымак, прызналіся нам, што наведваюць гурток дзеля задавальнення, а так абедзве плануюць звязаць жыццё з медыцынай. Только вот недавно я начала, это интересно, как-то не то, что на телефоне играть, а вот просто сидишь, интересно очень, какие цвета сочетаются, потом это можно где-нибудь в хозяйстве применить и просто для себя интересно. Самое сложное это было сначала научиться на нем, как правильно, и вообще, а потом легко стало. Первая работа это было тоже вот такой вот коврик. Я тоже недавно начала, оно как-то интересно успокаивает, когда делаешь это. Интересно. Сложное здесь это освоить технику, как правильно, где нитку потянуть, куда ее. Вот это самое сложное. Самае цікавае, што кіраўнік гуртка ткацтва Любоў Мікалаеўна Алешка па адукацыі настаўнік матэматыкі і фізікі. Выпадкова лёс звязаў з народнай творчасцю, якая і стала неад'емнай часткаю жыцця. Здавалася б, як можна сумяшчаць навуку з творчасцю? А ў нашай таленавітай гераіні гэта цудоўна атрымлівалася. Выкладала мясцовым вучням фізіку, а пасля заняткаў бегла ў дом культуры выкладаць ткацтва. Зараз працоўныя будні Любові Мікалаеўны знітаваны непасрэдна з творчасцю. Пра сваё рамяство майстар можа расказваць літаральна гадзінамі, падкрэсліваючы, што гэта бяздонная крыніца культурна-гістарычнай палескай спадчыны. Стала, зацепила, закрутила, давай сделаем кружок, давай сделаем. Поставили ткацкий станок, тот в музее стоял, а мы еще другой привезли, поставили его сюда, вот бабушки вот эту. Я его через Припять перевозила конем по запчастям, разобрала, перевезла, он в Корчах там переночевал. Потом мне Мишельский не дал автобус, чтобы, говорю, рыбаки его сожрут, он уже сухой. А пришли на рыбалку, это зимой было. Все, автобусом поехали, привезли, разобрали, сложили. Все, поставили хороший. Есть, ткацкий станок, этот станок, а работает. Будет работать, давайте, как на нем будете работать? Молча, надо садиться за него и работать. Но для того, как на нем сесть, надо еще очень хорошая клопотливая работа, чтобы сделать основу. Это часа 6-8 времени надо. Если так, метров 50 основы. А если
чем больше основы, тем больше времени надо. Я теперь уже приспособила, чтобы их сделать быстрее, как я говорю, все кухонные утвари. Для этого приспособления есть такая специальная, называется основательная лопаточка. Лопатка, у которой 2 дырочки. В 2 дырки пропускается ниточка. Для того, чтобы они потом сегодня скрутились. Иначе ткать не будешь, они будут мешать. И вот этой лопаточкой ходишь, тут крючочек и тут. Зацепила, тут вот надо образоваться 8, вот здесь, наподобие вот этого. Поэтому ходишь, там зацепила за тут крючок, сюда пришла, зацепила за крючок. Вернулась туда, зацепила сюда пришла. И таким образом надо находить километров 12, 15, а то и 20. Все зависит от того, сколько. И какая ширина этого полотна будет. Поэтому все знаю. Ну, день потратить надо эту копить. Дальше. 3 человека должны работать, чтобы заправить станок. А потом еще денечек потратить, чтобы заправить вот эти ремизы. Каждую ниточку надо прикрепить. Или, если простое вот такое полотно, то по порядку. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. А если с узора, вот как там у нее, то там надо по специальному узору. То на 1, то на 3, то на крайнюю, то на верхнюю, и все. Иначе оно не получится. И потом на этих подножках ходить. Соответственно, как сверху, так соответственно ходить надо по ножам, чтобы получилось тут. Ну, такое самое простое полотно. Для того, чтобы овладеть качеством, все научиться, как это делать, туда-сюда, не забыться. Начинаем с самого простого. Перед тем, как начинать ткать, надо заправить, значит, заправили ниточки, намотали вот этот сам по себе. Это называется пряжа, поэтому пряжный навой. А тут такой же подобный, на который наматывается уже готовое изделие. Товар, поэтому называется товарный навой. Нитки идут до того, с этого пряжного навоя, покуда попадут на товарный навой, их надо заправить сначала еще в ремиски. В быту называют нит. Нит, из-за чего? Из-за того, что делали его из ниток, поэтому нит. Для каждого этого нитка предназначена своя ниточка. Нитки заправили, и прежде чем начинать ткать, говорят, надо сделать, заработать основу, то есть выровнять ее. Поэтому техника качества зависит от того, как сам по себе заправлен ткацкий станок. Если он стоит, даже неровно стоит, хоть маленькая косина, ткать не будет. Поэтому ленточкой или шнурком по диагонали от одного угла до вот того противоположного угла измеряли, какое расстояние, а потом его меряли в другую сторону. Если эта нитка сошла, значит станок заправлен нормально, стоит хорошо. Клынышки эти забивать тоже надо очень крепко, чтобы не было шатания такого в процессе ткачества. Когда вот плотно бьешь, чтобы он не дергался, не скручивался, иначе ткать не будешь. І ще забившися рука. Певна льосам було наканавана стать ткачихаю і старейшай дачце Любові Миколаївни Аксані, якая з вялікай асалодаю пайшла па стапах маці. Тая ж, у сваю чаргу, таксама некалі засвоіла майстэрства ткацтва ад сваёй бабулі. Такая вось, можна сказаць, дынастыя палескіх ткачых. Насколько себя вот помню, я всегда что-то вышиваю. Мне 7 лет было, вот мама подушечки диванные вышивала. Я говорю, мам, а да я попробую. Вот из 7 лет, всю жизнь с иголкой в руках, потом со временем ткать научилась. Работала после мамы, приняла у нее музей Жабчицкий. Потом пошла на продавца, поучилась продавцом, работала, но все равно вернулась сюда. Нравится просто, вот очень интересно. Вот смотришь, просто нитки намотанные, а тут уже потом день-два и рушник или салфетка. Нравится очень просто. Увесь гэты маляўнічы тканы цуд ручная праца Любові Миколаївны і яе вучаніц. Па няпростай тэхналогіі, дзякуючы старанням, любові да традыцый роднага краю, ствараюцца непаўторнай прыгажосці акрылавыя спадніцы, якія, дарэчы, карыстаюцца попытам сярод народных калектываў Беларусі і Польшчы. Рушнікі, сурвэткі, абрусы, палавікі, паясы, жаночыя і мужчынскія, якія адрозніваюцца ўзорамі. У мужчынскія ўплецена больш сініх нітак, у жаночыя блакітных. Саматканыя вырабы лічацца сапраўдным раритетом. На данном ткацком станке получается, что мы делаем рушник, салфетки можно сделать. Основа тут нитка сольну, а уток такого же качества, только чисто беленький. Он получается такой, ну, не белый, что белый, бело-ляной, серого цвета. А если поставить на уток, точно такую же самую нитку, то он получится вот такой серенький. Вот здесь видите, вот такой рушника. Это уже чисто наш белорусский лен, вот такой серый рушник. С такой, называется узорный рушник. Чтобы получился вот такой узор,
Все зависит от того, как ходить под этим подножем. То есть получается 2 крайние или 2 вот эти внутренние. Все меняется. То первая, четвертая, то вторая, четвертая. То есть в зависимости от хода по ножу получается вот такая. Нядаўна 12 4-метровых паясоў малоткавіцкія ткачыхі выткалі для польскай музычнай школы. Трэба адзначыць, Любоў Мікалаеўна Алешка неаднаразовы дыпламант рэгіянальных і абласных фестываляў. Натхненне ніколі не пакідае нашу гераіню. Прызнаецца, што любімая справа, калі яна сапраўды любімая, надакучыць не можа. Рамяство продкаў, па словах майстрыхі, павінна жыць. Это наша история. Если это затерять, то, конечно, что средство то такое или способ работы не очень простой, конечно. Но из-за того, что в старые времена это был единственный способ обеспечить себя и семью одеждой, всем другим, было развито. А с течением времени это все утратило. Поэтому, как бы, чтобы сохранить историю, чтобы оно не ушло, не кануло в лета, как говорится, мы должны это сохранять. Акрамя традыцыйнага палескага рамяства, у Любові Мікалаеўны Алешкі б'е ключом музычнае і танцавальнае жыццё. Гурток ткацтва ў яе не адзіны. Таленту хапае яшчэ і на юных артыстаў 2 гурткоў народнага танца «Забава» розных узростаў. Атрымліваецца, на 3 адмысловыя гурткі да Любові Мікалаеўны ходзяць 40 дзяцей. І ўсе падкрэсліваюць выключны талент свайго самадзейнага выкладчыка, сваёй калегі. Любовь Николаевна работает больше 20 лет в Доме культуры. И я ее знаю очень хорошо. Она замечательный человек, трудолюбивый, энергичный. Мне работается с ней очень легко. С ней очень легко общаться. У нас, можно сказать, общие интересы. И мне хочется этому человеку пожелать здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения. Ну и самое главное, здоровья. Чтобы она, дай бог, еще хотя бы лет 20 еще тоже проработала в Доме культуры. Яшчэ з малаком матулі упітала яна ў сябе любоў да народнай творчасці. І паверце, у гэтай жанчыны ў руках ладзіцца ўсё. Умее яна і ткаць, і вышываць, і вязаць. Гэта жанчына, гэта вельмі добразычлівы, сумленны, адказны чалавек. Свой талент яна стараецца перадаць дзеткам. Вось ужо на працягу многіх гадоў нашы дзеці танцуюць народныя забытыя танцы. Забытыя, як кажуць, але не намі. Таму што і кракавяк, і ночка, і падыспан, і такія танцы, што нават некаторыя і не ведаюць нават. Любоў Мікалаеўна узрадзіла, пашыла дзеткам новыя касцюмы, выткала спаднічкі, і яны танчаць і ў Беларусі, і ў Польшчы, і на розных танцавальных падмостках. І я лічу, пакуль будуць жыць такія людзі, як наша паважаная Любоў Мікалаеўна, будзе развівацца наша нацыянальная культура, мы будзем дакранацца да нашых каранёў, і з нашай спадчынай усё будзе вельмі добра. Мастацкі густ Любові Мікалаеўны падкрэслівае і той факт, што многія гады яна спявае ў народным ансамблі песні і музыкі «Верас» і нават з'яўляецца ягонай салісткай. Рэпертуар калектыву складаюць у асноўным беларускія народныя песні, песні беларускіх кампазітараў. Ляці ты, песня, па старонцы мілай, бо сэрцам тут заўсёды мы жывём, і нездарма маленькаю радзімай мы вёсачку любімую завём. Бульба славіцца спрадвеку, беларуская зямля, яна сілу прыбаўляе, песні хочацца штодня. Ой, туман, туман, не відаць мяне, то не стане гаворы, што мы бульбашы. Ой, туман, туман, не відаць мяне, то не стане гаворы, што мы бульбашы. Чалавек нібы расліна, не можа жыць без каранёў. Калі ведаеш, як жылі продкі, чаго жадалі, пачынаеш разумець і сваё прызначэнне.
Любоў Мікалаеўна Алешка сваёй творчасцю яскрава фарміруе і дэманструе новы светапогляд на традыцыі продкаў. Зелен луже, чи тобі байдуже, що розмила повінь, береги любові, там, де ми ходили, зорі нам світили. Выросла в семье, у меня мама поющая, у нее братья, сестры, их 6 в семье, все поющие такие были. Ну, конечно, деревня у нас была маленькая, а потом волей судьбы меня забросило сюда. Я самоучка, играю на баяне. В музыкальную школу походила немножечко, но я его бросила. А вот когда приехала сюда, в первую очередь, что я пришла на работу, я пришла петь в хор. И уже, наверное, через 5 лет я уже пошла руководителем кружка, начала заниматься этим ткачеством, больше работу. А петь я начала, ну, можно сказать, еще с самого детства. Поэтому это от природы дано. Да еще и, конечно, если это нравится, то все будет хорошо. Это же наша культура, это наша история. А без истории нет нашего будущего. Поэтому для того, чтобы осталось все это нашему поколению, молодому поколению, чтобы передалось в века и все это осталось, мы должны, тот, кто еще жив, кто это может заниматься, довести и оставить его, чтобы оно осталось. Культурная прастора вакол Малоткавіцкага сельскага дома культуры насычаная, дынамічная. У ладзе згодзе тут жывуць гісторыя і рэальнасць, што было б немагчыма без адданасці людзей, якія тут працуюць і як гераіня нашай праграмы прысвячаюць любай справе жыццём.